классах, библиотеках для написания диктанта. Вы, наверное, все видели уже информацию, какая есть. Было видеообращение, в котором было рассказано об истории, современном состоянии государственных символов Владимиром Глебовичем, Сергеем Владимировичем Щербаковым. Это видеообращение, они размещены на сайте нашей национальной библиотеки, ВКонтакте на страничке Национальной библиотеки. И слово для открытия нашего сегодняшнего диктанта я предоставляю уважаемому почетному гостю нашего мероприятия, депутату Государственного совета Чувашской Республики, директору Чувашского государственного института, гуманитарного института Петру Степановичу Краснову. Самый сын. Ваш сын, не все, наверное, понимают чувашский язык, поэтому буду говорить на русском, международном русском. Вот, сейчас мы слушали исполнение гимна, это сокращенный вариант, с куплетом, исполняется в таких случаях. Когда мы открываем сессии парламента и республики и закрываем, то звучит полный вариант. Но мне довелось быть участником событий в начале 90-х годов, даже как и Владимир Глебович. Не думать, что он такой головой, на самом деле, определенно сединой. Если давно знакомы, давно дружим, работаем вместе. Был я тогда депутатом Верховного Совета. Вначале у нас была Чувашская АССР, потом Чувашская ССР, Советская Социалистическая, потом просто Чувашская Республика. И вот в течение буквально 2 лет мы от Чувашской ССР, поменяв Конституции, дошли до названия Чувашской Республики. Чувашской Республики. Вот. А что касается символов, конечно, вчера буквально у нас было 2 таких содержательных мероприятия. Во-первых, в художественных музеях мы открыли выставку, все присутствовали государственных символов, посвященных Чувашской Республике символам. И впоследствии, второй половине дня, был достаточно такой содержательный круглый стол. Более чем 2 часа мы работали, выступали ученые, деятели культуры, специалисты, историки и те, кто творил в то время, кто принимал. Из 200 депутатов, тогда было в Верховном Совете 200 депутатов, это последний Верховный Совет 12-го созыва, потом уже 1994 год стал Государственным Советом Конституции. Вот было 10 депутатов, мы принимали, утверждали символику Чувашской Республики, флаг, герб, соответственно, гимн. У нас 3 депутата присутствовало того периода. Я их назову, Леонид Петрович, он был тогда обязательно комиссии Верховного Совета по культуре, как раз из его комиссии находило все. Вот. Я возглавлял другую комиссию в Верховном Совете. И был Карачанцев Николай Прокофьевич, это даже не знать, народный художник Чувашии, историк художник Чувашии, России, известный, один из наших главных портретистов республики, если можно так выразиться. Вот, поэтому были воспоминания, были и научные сообщения, содержательные. Вот, хочу сказать, что это было непростое время, вспомните, но вы не помните, мало кто был маленький, я прошу прощения. Это бюджет республики мы утверждали, меняли почти каждый месяц. Понимаете, шла такая галопирующая инфляция, ну, экономисты, будущие единственные экономисты, галопирующая инфляция, что мы не успевали. Настолько количество денег росло, но они были инфляционные процессы, соответственно, и цены росли, и, так сказать, банкноты росли, и мы не успевали. Буквально вот такой ситуации приходилось работать. Несколько лет работали над символикой, была создана соответствующая конкурсная комиссия, и это был вот достаточно такой период. В конце концов, все разрулили, вот то, что мы видим сегодня, исполнение нашего одного из художников, но я же не буду называть, поскольку это есть после диктанта. Поэтому я хочу, чтобы вы почувствовали где-то как воспоминания. Это было очень непростое время. Вспомните, это распад Советского Союза, 91 год, принятие рядом регионов, в том числе и Чувашской Республики, декларация государственного суверенитета Чувашской Республики, был соответствующий
законами приняты. Вот, многое другое. Ну и формирование, соответственно, новой России. Новой России, вот, по сути, которая, ну, скажем так, наверное, можно сказать, сформировалась реформами государственного управления, местного самоуправления, ну, я думаю, с принятием Конституции в 1993 году, Декабрьской Конституции. Вот. Это уже новейший, да, наш российский культуре, который вы сегодня представляете. Благодарю вас за то, что вы нашли возможность прийти сегодня. Мне было отрадно слышать от лицо Светланы Михайловны, что более 150 площадок, 120 площадок по республике, это здорово, это во-первых, новое. И у нас прошел всероссийский, по сути, чувашский диктант, вы знаете, на днях массовые мероприятия проходят уже сейчас, посвященные 200-летию чувашского языка, это день рождения Владимира Яковлева, посвященный этому. Сейчас День государственных символов, в канун мы находимся, и поэтому вот много таких массовых, общественно значимых, нужных мероприятий проходят по всей республике, во всей системе, библиотечной центральной системы, национальной библиотеки как главный организатор этих мероприятий, в образовательных организациях, причем не только в школах, но и в системе среднего профессионального образования. Кстати, одной из площадок, площадками были, вы знаете, по диктанту чувашского языка, университет педагогический государственный университет, но еще был колледж Кольского и сюда образование чувашской республики. То есть задействована, по сути, вся образовательная система нашей республики и системы культуры, конечно же. Вот, я с удовольствием познакомился с вопросами диктанта. Я скажу так, что непростые, есть очень даже непростые, более-менее легкие варианты есть. Но мы в социологии, я сам по первой профессии социолог, мы принимаем как закрытые вопросы, то есть они обозначены вариантами ответа, из которых надо выбрать один. Ну, очень сложные вопросы есть. Но если вот почитать, посмотреть, вот ссылочные есть, соответственно, на сайте, и так далее, ссылки, можно ознакомиться. Ну, самое главное, настолько интересно, мне даже самому интересно стало, я прошелся по всем вопросам. Скажу так, возникают затруднения в определенных моментах, значит, знаете, надо было восстановить, надо было вспомнить тут истории, культуры родного края, да, и, в общем-то, много другое, знание государственных символов. Поэтому я благодарю ценный комитет принцессы Светланы Михайловны. Организатор, я так думаю, что одной из организаторов Владимир Георгиевич участие. Ну, я вижу его руку, там чувствую его руку. Да, он у нас профессор Академии государственной службы криминально-исторических наук. Поэтому спасибо вам за то, что вы делаете. Нам всем нам желаю успехов и получить. А базовая система какая будет выставлена? Один правильный ответ, 4 балла. Всего 100. В общем количестве 100 баллов. Ну, я думаю, не меньше 90, давайте. Так что удачи вам. Спасибо вам. Удачи еще раз. Спасибо. Большое спасибо, Петр Степанович. Да, хорошего вам тоже дня удачного. Спасибо большое. Ребят, мне все-таки приятно было, что Петр Степанович смог приехать сюда. Действительно знаю давно его, знаю как ученого, но больше знаю его как человека, который много лет являлся депутатом высшего законодательного органа Чувашии, и вам, как будущим управленцам, как людям, которые готовятся, наверное, в том числе и во власти, в государственном, в муниципальном управлении. Я думаю, что такая встреча будет полезна, и это, в общем-то, действительно очень уважаемый человек, и то, что он сюда пришел, это замечательно. Для вас это еще один стимул для того, чтобы написать хороший диктант. Ну что ж, успехов! Да. Ну, мы начинаем.